Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам сегодня в гости пришел мастер спорта по боксу, тренер, основатель, руководитель спортивного клуба «Север» Михаил Тарасов. Михаил, приветствую! Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие, и я уже вижу, что у вас борщ. Борщ, да. Будет борщ. Борщ, да, мясо. потому что да, это быстро не готовится, и мы уже заранее. до передачи, дорогие наши телезрители, уже поставили вариться уже мясо, да. Почему именно это блюдо? Вообще я люблю супы, Так. особенно борщ. Ага. Мой любимый суп, постоянно его готовлю дома. Ну, то есть с готовкой практически на «ты». Ну, Как не из бокса. все, не все. Как из бокса. Ну, особенно люблю готовить супы. Ага. Вкусно получается у меня. Ну да, хорошо. Ну да, пока борщ готовится, по какому рецепту ты готовишь обычно? Вообще, как готовила... Потому что, ну, много же вариаций есть, всякие разные. Там. Да, так мама моя готовила. Ну то есть... И по памяти Ага. тоже люблю так готовить суп. Хорошо. Давай немножко поговорим о тебе. Ну вот, я предупреждал в шутку, как ты дошел до жизни такой? Откуда родом? 9, вообще местный, с Якутска. Ага. Вообще, как я начал заниматься спортом? Любил смотреть боевики Ага. с участием... Как все дети 90-х? Да. Брюс Ли, Жан-Клод Ван Ван Дам. Дам. Да. Сел на автобус, поехал в центр города, вылез и пошел искать спортивные секции. Да ладно? Да, вот Сколько пешком. лет было? 9 лет. 9 лет? 9 лет. Ну, пацану 9 лет и столько сознательности, ничего себе. Так. Ну вот было Хотелось такое где-то заниматься. большое желание научиться. Это какой год? Это где-то 98-й год, Ага. 99-й год. Так. Ну, Как мы так я говорим, начал лихие заниматься. 90-е. Да. Так. Вышел, нашел секцию Дюша 1. Мгм. Зашел, познакомился с тренером и начал. Он меня принял. В этот же день. Сходу? Да, в этот же день я стал уже провел тренировку. Ничего себе. Да, уже потренировался. И сразу И- печатки нашлись и все прочее. И с тех пор я В боксе? в боксе, да, уже больше 20 лет. Больше 20 лет. Нет, ну а действительно, откуда любовь вообще? Ну, понятно, да, боевики смотрели. Ну, не все же как бы воплощаются. Ну вот как я только начал заниматься, с первой тренировки я понял, что это мой вид спорта. С первой тренировки. Да, а чем все-таки, как бы, ну, пацана и до сих пор увлечение это идет? Конечно, да, ну, все видели эти боевики, чуть-чуть там это, по голове получат. Да, ну вот именно это меня пробудило заниматься. Хотелось тоже уметь дать сдачу за себя. Мгм. И вообще Постоять знал- за себя, да, уверенность постоять за себя, какую-то, да, конечно. наверное? Знал, что в будущем мне это пригодится. Мгм. И получается, ну, вся жизнь уже связанная с боксом, да? Да, только бокс, Только бокс, только бокс. Да. Хорошо, как развивались события? Да, ну вот 9 лет начал тренироваться. Начал тренироваться. Примерно через год меня взяли на соревнования. Уже? Да, Так. в Улус. Ага. В Джинкон, походу, поехал. Жимкон, ага. Да, там занял первое место сразу же. Провел 3 или 2 боя, не помню. Мгм. Стал чемпионом, победителем этих соревнований. Мгм. Потом поехал на вторые соревнования. Там тоже выиграл, занял первое место. Потом на третье соревнования. Ну, поехал. конечно, у пацана сразу в голове, ну, Да, у меня неплохо конечно. получается, Да. что-то я там... Там тоже выиграл и побеждал где-то боев 20 я уже, наверное, выиграл. Соревнований 5-6 подряд. Потом там один раз где-то проиграл. Потом опять выиграл. Ну и так и понеслось. Мгм. Так и пошло дело. Ну, то есть, как будто уже и судьба сама говорила, ну, занимайся, видишь, у тебя получается. Да, ну, Да, всё, конечно, мотивация тут прямо мощная. все к этому шло. Ага. Потом поехал на чемпионат России среди юношей. Там тоже То есть занял- уже, получается, уже чемпион республики и все прочее, да? республику 2 раза выиграл. Потом Ага. поехал на Дальний Восток. Дальний Восток выиграл. Завоевал путевку на первенство России. Выиграл первенство России. Потом соревнования. Потом еще Дальний Восток. Выиграл Дальний Восток.
Мгм. Вообще 4 раза Дальний Восток выиграл. М. Потом Дети Азии. Третьи международные спортивные игры. Мгм. Там я был капитаном команды сборной. Мгм. Все надежды были на то, что я займу первое место. Я оправдал эти надежды. Мгм. Стал чемпионом. Ну, это уже, считай, международное соревнование. Тогда же, Да. ну, даже тогда, ну, как бы это, много, состав участников был большой, да, сколько там, около 30 сборных уже всякие разные участвовали. Я не помню конкретно, сколько было участников, да, но Ага. ну, около очень 30, много народу да, было. да, около 30, Да. да, стран участниц было, ну, и считая еще и ближние зарубежье. Там наша сборная заняла на этих играх 6 золотых медалей. По боксу. По боксу Так. 6 золотых медалей. Из 10, по-моему, да? Сколько Из- весовых? Или из- 12? Из 12. Из 12 весовых Да. категорий. Ну, Да. считай, половина наша. Да. Здорово. Так. Потом чемпионат России, Кубок России среди юниоров. Я Мгм. там занял 2-е место. Вот там завоевал звание мастера спорта России. Мгм. Ну, то есть норматив надо. Норматив Да-да-да. выполнил норматив мастера спорта. Ну и еще много-много соревнований уже там и не вспомнишь. Ага. Где-то Ну, выигрывал, где-то проигрывал. Как-то так. мгм. И когда карьера закончилась? Карьера закончилась, когда мне исполнилось 20 лет. 20 лет. Ну, почему Да. так быстро? Там в связи с травмой у меня была травма небольшая. К Да, сожалению. пришлось закончить из-за этого. Пришлось. Пришлось. Да, потому что, ну, как, если 20 уже первенство России выигрываешь, то Да. уже сборная России, Да, был чемпионат сборная России. Европа, мир, Олимпиада, ну да, Все шло к этому. все шло к Ну, этому. как-то так получилось. Но, Не повезло. как говорится, мы предполагаем, Господь располагает. Да? Да, да, именно Так. так. Ага. Судьба такая. Да. Потом стал тренировать. Пенку надо снимать. Да, вот тут поменьше надо, и, по-моему, вот это можно вот это удалить Вот сюда. сюда. Да. Занимайтесь. Так. Уже пошел тренировать. Да, стал тренером. Мгм. А для того, чтобы стать тренером, ну, то есть к тому времени уже школа была, скорее всего, закончена, да? Ну, обычная школа. Да, закончил школу, Ага. поступил в институт Червчинский физкультуры и спорта. Чевкис. Чевкис, да. Ага. Окончил Ага. Стали тренером. и стал тренером, да. Снял помещение в аренду и сделал там зал бокса. Мгм. Ну, то есть уже по окончании учебного заведения уже в голове уже назревала мысль, что ты не пойдешь тренировать ну, какую-то спортивную школу, а свою уже открыть. Да, конечно, я только об этом и думал. Только об этом и думал. А почему? Ну, то есть это же все равно. Считай, ты предприниматель. Ну да, Ага. ну как-то хотелось свое. Ага. Откуда быть. такая уверенность? Или это просто юношеская безбашенность была, на твой взгляд? Ну, это так, тогда. Ну, может быть, может быть. Ну, максимализм всегда же хочется, ну, свое, да. Ну, некоторые, конечно, немножко боятся, да. Ну, вчерашний студент, ну, Нет, всё ну, и вот я именно был уверен в своем деле, получится. то, что все получится. Что ты все знаешь, ничего не знаю, как бы я пошел и все сделаю. Да, вот именно так, по-любому, был на 100% уверен. Ага. Что- И, собственно, это и до сих пор и работает, процветает. Да, да, именно Ага. так. И сколько лет клубу? Так, клубу 10 лет уже, примерно. 10 лет. 10 лет. Ну, это респект, да. Это немалый срок. Ну, какие трудности самые первые были? Ну, первые трудности какие были? Инвентарь, спортивное оборудование. Это все очень много денег стоит. Ну да. Тем более у нас в Якутске не все есть. И приходится заказывать с других городов, ждать М. и так далее. Ну, организовать, ну, как, Да, всё как это- минимум ринг, да, какие-то тренажеры, перчатки, Да, снарядные. и все это в Якутске всё, нет. всё. То есть Ага. все приходится заказывать с других городов. Мгм. И так по чуть-чуть. Один мешок повешал, второй мешок А, да, повешал. боксерский мешок тоже не Да, слабо стоит. да. как-то. Они рвутся, если там нормальный Ну, чувак приедет. качественные мешки нужно заказывать, чтобы. Так да, конечно, ага. Подушку повешал. Потом со временем полы, бутоматы заказал. Специально. Специальные полы мягкие. Гантельку. Где-то поначалу у нас были гантели. На стройке нашел Самодельные. пруд А, железный. арматурный. Арматуру, да. А, Нарезали его.
и Ну да, гантельки. да, да. Изолентой обмотали Ага. и вот такими, Всё вот так, да? такими вот Мгм. инвентарем пользовались. Мгм. Скакалки тоже. Ну все подряд. Где-то просто из веревок. Ну, сейчас у нас нормальные скакалки. Все по чуть-чуть строилось. Из бельевых веревок, наверное. Да, да. Да. Ага. Ну, раньше такие и были. Что Ну, делать? со временем клуб набрал популярность. Мгм. Стал хороший современный инвентарь. Мгм. Ну, то есть обновление все идет, Да. да, получается? Ну, постоянно в клубе Север постоянно что-то делается. Мгм. Что-то где-то ломается постоянно, приходится все самому делать. Мгм. Друзья помогают. Итак, наверняка был первым инструктором сам. Как? В клубе инструктором, ну, тренером. Нет, я Или всегда И и руководителем. м, изначально был тренером Ага. и директором, и администратором. Но как обычно бывает, когда начинаешь, ты директор, ты бухгалтер, Да, ты финансовый, ты уборщица. все в одном лице. Да, все в одном лице практически, да. Ну, на голом энтузиазме, грубо говоря, да? Ага. А как тренеров, как вы набирал? Ну, сотрудников себе. Нет, я сам тренер. Мгм. Ну да, да, да. Не, ну все равно, что Нет, ты же набирал. я все один делаю. Ага, И тренирую, и все тренировки я сам провожу. ага. У меня в день по 6, по 5 тренировок. И все эти тренировки я сам провожу. Хорошо. Ну, ты сертифицированный, ну, то есть, как бы, квалифицированный тренер же, да? Да, да. Ага. Как сильно меняют тренировочный цикл? Ну, то есть, то, что было, когда ты был маленький, когда ты уже заканчивал карьеру, сейчас, ну, какие-то Не, сильно в принципе, не отличается. Мгм, Как бы, вот как меня тренер тренировал, мгм. Михаил То есть, в Георгиевич, принципе, все расписано. все расписано, да. Ну и все в голове, Мгм. что-то расписано, что-то в голове. Ну, вообще какой-то тренировочный план приходится составлять, конечно. Ну да, 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 под определенного Да, спортсмена. Ну, да. то есть спортсмены же, те, которые спортсмены высших спортивных достижений, они же обычно готовятся, ну, к каким-то стартам. Правильно? Конечно, конечно. Да. Ну, то есть какой-то цикл, например, ну, кто-то там, грубо говоря, чемпионат республики, чемпионат, первенство России, кто-то чуть ли не на Олимпиада, все равно четырехлетний цикл, годовой цикл и все прочее же, да? Да, конечно, под каждого спортсмена нужно расписывать план тренировок, Мгм. если он новичок, если он начинающий, Мгм. либо уже более-менее профессионал. Мгм. Разные тренировки. Мгм. Больше где-то в парах работать, спарринги, Мгм. где-то приходится обучать стойки, Мгм. просто стойки, как правильно Мгм. стоять, какой боксер, левша, правша. Мгм. Тоже это все нужно учитывать. Левша, правша, два разных совсем боксера. Мгм. Ну, И- то есть разносторонняя стойка или Да. двусторонняя стойка, да? И как бы Так. тренировать уже нужно по-другому. Мгм. Например, левшу. Хорошо, а какой основной упор делается, ну вот, для подготовки, скажем так, хорошего боксера? Основной упор, ну, больше работать в парах, конечно. Больше работать в спарринге. Мгм. Э, Ну, с- то есть имитация реального боя. Да, имитация реального боя. Так. Где-то смотреть видео, бои профессионалов Мгм. хороших. Ну, то есть тактику, опять же, да? Да. Какой-то там. Ну и вообще хороших спортсменов, более профессиональных, обычно уже перед соревнованиями м, э, тренируют определенно под какого-то спортсмена. Примерно знают, Ну, то есть соперника. тактику под соперника. Да, 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 кто- да, да. Изучает его да, манеры, да? какие спортсмены будут выступать на определенных соревнованиях. Ага. И уже примерно готовят под отдельного Под этого. под отдельного боксера. Ага. Слушай, ну вот 10 лет уже клубу, да? Каким образом, ну, все равно же в самом начале наверняка тяжело, да? Каким образом ты набирал себе, ну, клиентов? Вообще
Просто сарафанное радио. Да, ну кто-то сначала, наверное, ой, ты что, это же сам Миша Тарасов. Да, вот именно. Грубо говоря, так, да, ну мастер спорта, он же там дети. Друзья. Знакомые, друзья, кто-то Друзья, порекомендовал. знакомые. Ага. Знакомые, Да, знакомых. вы знаете, как он бьет, да, грубо Да. говоря, так. Ага. Ну, вот то, что я боксировал, Мгм. у кого-то Ну, на тоже слуху. свою эту, Да, ну, был, репутацию сделал. был у И- кого-то на слуху, Ну. помогло. Мгм. Как бы не зря занимался. Не зря занимался. Нет, ну, как говорится, у нас же часто же так говорят. Сначала ты работаешь на репутацию, а потом Ну да, уже репутация именно работает. так Да. оно и есть. Хорошо, какие люди в основном приходят и какой возрастной контингент? Вообще все возраста. У меня тренируются даже под 60 лет есть, которые для себя Ну, тренируются. ходят, Для все равно здоровья, продолжают груши бить. Да, Либо да. даже в спарринге стоят. Нет, да, и в спаррингах тоже работают. Очуметь. Да, Да? легко, как бы сильно не бьем, Ну, просто учимся ну, имитация. двигаться. Хоп-хоп, Да, конечно, Обычно же как, вот пятнашки, вот Да, вот это, да? да, Хоп-хоп. и пятнашки работаем постоянно. Ну, по плечу. Ну, На чтобы мячках по голове. работаем, не обязательно в спарринге. Ага. У нас тренировки разного плана. Где-то ОФП, общая физическая подготовка Так, само спортсмена. собой. Ага. Легкие тренировки, где-то вот детские тренировки, когда проходят, больше в игровой манере я стараюсь это все делать. Ну, чтобы и детям не наскучило, и чтобы чуть-чуть Да, весело, конечно, весело было, да? для разнообразия. Понятно. Дети мало в парах работают, как бы детям интересно. Мгм. На тренировки ходят с удовольствием. Вот даже бывает, раньше меня приходят Мгм. на тренировки. Мгм. Девушки ходят? Девушки тоже ходят, женщины ходят. Так, а они с какой целью приходят? Ну, в основном больше для Бывшего отомстить? нет, Нет. для похудения в основном. А, ну, девушки то есть в форме тренируются. себя Да, Ну, надо же. как бы бокс очень интенсивный вид спорта. Ага. Очень много калорий за тренировки сгорает. Ну да, если ты вовлечешься, то, конечно, это можно же прям на ринге умирать. Ну, И, грубо говоря. грубо говоря. В кавычках, да. 70 потов, это же... Женщины и девушки очень часто приходят на Ага. тренировки. И, скорее всего, помощь делает то, что, бокс вообще, конечно, очень тяжелый, маргинальный вид спорта, если вот так, да, взять. Но, с другой стороны, очень много фильмов, например, романов, фильмов про бокс есть, да? Очень много фильмов. Очень конечно. много. Ну, грубо Бокс говоря, очень популярный вид. бокс очень популярный. Один Рокки что стоит? Один человек? Рокки чего стоит. Один Рокки чего стоит? Все смотрели этот фильм, Но наверное. Этот фильм все знают, да, ну как человек, это же реальная история. Реальная история. Реальная история, да, и Сталлоне благодаря этому фильму стал известен. Очень много фильмов, и причем и разной направленности. Ну, «Малышка на миллион», да, который, например, тоже про довольно-таки трагичный. Да. Какой твой любимый фильм про бокс? Есть такие, которые ты мог Ну бы... да, вот, например, Рокки. Ага, Да, Рокки. Я очень много раз смотрел этот фильм. ага. Наверное, раз 20, если не больше, пересматривал. Ага. Очень нравится, мотивирует Да. заниматься Ага. таким видом спорта. Даже если бы я не занимался боксом, я посмотрел бы этот фильм, Все равно бы нравился, да? все равно бы записался на бокс. А. Ну да, и я тоже этот смотрел фильм, ну, торжество духа и того, что человек доказывает, что если очень сильно захотеть, ничего невозможно надеть. Он же, Да, конечно. У него же нет тренировочного зала, он просто ходит, пьет яйца, бежит и по мясу бьет. Ну, грубо говоря, же. да, было. Так и было же, да, у него Было. зала нету, а потом уже только заметили, раз и выпал единственный шанс. Ну, Главное желание, можно везде заниматься. ага. На улице можно заниматься. Там, не знаю, А даже то, что говорят, в у нас подъезде. времени нету, вот у меня денег Нет, это нету всё- на это тренажерку, отговорки. это все отговорки. И все это понимают. Да. Если человек захочет, он может, как говорится, город. Время всегда можно найти. Ну да, самое главное время же можно найти. Главное желание. Главное желание и мотивация своя. Да, и То мотивация. есть и знать, куда ты идешь. У всех своя мотивация, своя цель. Мгм.
Кто-то просто похудеть, Ну да, тоже кто-то неплохо. и Почему похудеть. нет? Ну, в форме поддерживать себя. Да. В форме держать, да? Можно похудеть и научиться правильно защищаться, двигаться, познать физически, поднабрать руки, ноги, Мгм. пресс. Очень много групп мышц работает во время тренировки по боксу. Мгм. Все, Ну, все тело же работает. тело, да. Вроде как ты руками бьешь, но надо же ногами тоже Ноги ходить. Если у очень- тебя ноги не работают, Да. считай, ты тебя 70% сразу. боксера это ноги. Ну, Считается. Хотя мы ими не бьем. Кассиус Клей так и же сказал, ну, Мохаммед Али, порхай Да. как бабочка, да. Да. Он уже именно Ноги ногами. без да. ног, если Ты не боксер. Ну, хорошим боксером не станешь ни да, разу. что ноги Мгм. спасают, где-то просто работать вторым номером, отступать, Уйти. где-то догнать противника тоже ноги. Да, да. Защитные действия, все с ногами. Дистанции. вот это Дистанция, тоже, да. чувство дистанции, да, все ноги. Кто-то же из известных боксеров говорил, что это бокс это чуть ли не шахматы. Да, конечно, нужно все продумывать, просчитывать. Да. Соперника прочитать, как-то ему сделать уловку, чтобы вовремя он раскрылся и, может быть, один шанс. Можно один удар, да, например, прямой удар на листе А4 мелким почерком двух сторон расписать один удар. Ага. Как его наносить, с какой силой, с какой скоростью, Ага. с какой стойки. Очень много Нюансов. нюансов, да, конечно. А ты же наверняка следишь за, ну, вообще за боксом, как вообще все идет, за спортивным, да, за профессиональным. Есть из среди зарубежных, ну или из современных боксеров, на кого Ну, ты хотел бы, чтобы Например, Пакиао, менее. Мэнни Кстати, Пакиао. недавно же он объявил, что Мейвезером будет драться. Хотя это часть. Ну, это может, не- может быть, это- это шоу, да? но- Это может быть шоу, Ага. ну, может быть, и на самом деле я не буду боксировать. Черт Хотя его знает. Мэнни Пакиао уже возраст, у него возраст, Ну да, да. Ну, скорее всего, это шоу, но тем не менее. просто может быть. Мне фейк. кажется, менее и просто как и человек, просто золото. Да, он же постоянно участвует в благотворительных, Да, он чего только не помогает делает. Ага. миллионами Да. бедным людям. Слушай, а как ты относишься к тому, что, ну, бокс меняется? Конечно, да, мне кажется, бокс поменялся, что был 70-е, 80-е, потом профессиональный бокс, когда превратился в большой шоу-бизнес, большие деньги пришли. Конечно, большая заслуга Майка Тайсона. Да? Да, С ним- Майк Тайсон, да, с ним конечно. пришли очень большие деньги, уже начали первые промоутеры появились, да, огромные деньги пошли в бокс, поняли, что, оказывается, на нем можно не только боксерам заработать, а тема, которые вокруг рядом. А сейчас это действительно, как мы с тобой говорим, это уже большое шоу. Как ты к этому относишься? Ну, Там вообще, Мейвезер там деньгами сорит там, и все прочее. да, потому что у него их много, видать. Чересчур. Да. Как ну, вообще, все знаменитые боксеры, конечно, очень богаты. Да. Много. Можно сказать, какой ценой, но тем не менее, они богатые очень. Ага. Да, конечно, это все через труд, кровь, пот. Приходится много тренироваться. Мгм. Ну, не секрет, что многие мальчишки, особенно, ну, в таких отсталых, неразвитых странах, смотря на боксера, на того же Пакьяо, могут для себя решить, что это единственный шанс. Чуть ли не единственный шанс куда-то выбиться в люди, ну, достичь, скажем так, мечты какой-то такой, да, заоблачной. Так? Ну да, Мгм. это правда, бокс помогает. Вообще бокс воспитывает характер, да? Мгм. Когда вот приходишь в спортзал, Мгм. боксерский, тебе помогают те ребята, например, которые более опытные, уже давно тренируются, Мгм. они тебе помогают, Мгм. объясняют, как правильно наносить удар. Ну, вообще в боксе много друзей приобретаешь, много друзей, Единомышленников, да, единомышленников, да. которые в одну сторону смотрят. Потом вообще начинаешь уже дружить не в самом спортзале, а уже вне его.
вне его. Да, Да, ну, продолжаешь какие-то общие дружить с интересы ними. уже наверняка появляются. Ой, Что-то поменьше сильно, огонь, поменьше да, огонь поменьше я сделаю, это уже сильно кипит. Слушай, а как человек, который, ну вот на ринге, да, на ринг заходишь, вы же страшные соперники, ну тут готовы чуть ли не, ну, грубо говоря, убить друг друга. И, конечно, всегда переживаешь. Какой бы у тебя соперник не был, слабый. Но все равно задача стоит побить его. Конечно, Да. так же, как и у твоего противника побить тебя. Ага, да. Как бы И, на и ринг никто не выходишь, застрахован, что ты да. можешь, ну, человеку можно травму нанести, если Поэтому- вдруг он недостаточно подготовлен. Поэтому очень сильно переживаешь перед боем. Кто-то перебарщивает даже с этими переживаниями и уже на ринг выходит И усталые. уже как-то так. Уже усталые выходят на ринг, А. потому что они Не настроенный до конца. нет, настроены, неправильно настроены. Неправильно настроенный, да. Тут нужно тоже Потому что, ну, совладать своими эмоциями правильно. жалости не должно быть никакой. Но если Нет, ты как бы конечно. будешь его слегонца бить, то, ну как, ну ты можешь его не победить. Ты не или- будешь бить, тебя будут бить тогда. Да, и тебя будут бить, да. Ну, то есть все равно же, ну, что бы ни говорили, ну, пацаны на улице первым делом, ну что, пойдем выйдем, да? Никто же не говорит, это что, чтобы выяснить отношения, пойдем в шахматы сыграем, или в лапту, или в футбол. Да, Все говорят, конечно, да, на кулаках, конечно, потому что, конечно. да, ну, первое дело, это как бы, и поэтому, ну, Вообще никуда не каждый- деваться, это реалии нашей жизни. Каждый мальчик должен уметь за себя постоять. Ну, не дай бог, конечно, да, но от этого никто не застрахован. Да. Всегда кто-то Да, найдется всякое все может сильнее. быть, всякое может быть. Конечно, на каждого сильного найдется посильнее. Да, всегда. Даже элементарно в магазин сходить за хлебом. Ну, вечером поздно вышел. Да. Ну, 90-е годы, я помню, с Айсар невозможно было ходить рядом с автовокзалом. Ну, что происходило-то такое? Ну, хорошо, что я быстро бегал. Да, конечно, не всегда нужно махать кулаками. Но. Лучше убежать. Лучше Если- уже бежать, да. да, Пусть если тебе скажут, хорошо он бегаешь, трус. пускай Зато скажут. быстро бегающий трус. Самый лучший бой, который не состоялся, это не состоялся. Вот так, да? Да. Ага. Даже как боксер ты можешь так советовать. Да, конечно. Иной раз лучше убежать. Ну, Лучше против убежать. толпы особенно. Особенно против толпы, Если конечно. трое, ну нафиг надо. Зачем? Хоть ты мастер спорта, что-то начнешь доказывать. Так, конечно. Что им Мгм. доказывать? Михаил, мы вот упомянули как раз про благотворительность. Ну, я не наслышан, что ваш клуб, да, тоже этим занимается. Ну и ты сам лично. Да, конечно, Расскажи я про историю, где- что некоторые дети занимаются у меня бесплатно. Мгм. То есть каким образом ты отбор делаешь? То есть, с необеспеченных семей мгм, приходят, мгм. записываются, говорят, платить нет возможности. Конечно, Но сын проходить, хочет. да, главное, чтобы занимался ребенок. Ну, устроен был куда-то. Да, а хочет конечно. мальчик. А денег нету, да? А денег нет, да. А, Он денег же навстречу. не виноват, что у него денег нет. А, Поэтому некоторые тренировки бесплатно провожу. мгм. Михаил, объясни, пожалуйста, вот немножко для наших зрителей, какой примерно процесс, потому что мы за разговорами во все так Ну, смотрите, залаживали. Сперва я ложу Ну, мясо. мясо, мы заранее конечно, да. положили, чтобы у нас Свекла, формат передачи. и картошка почти одновременно. Ага. В конце я кидаю капусту. Это Капусту, в самом конце. В самом конце. И Ну, лимон. потому что лимон. Лимон, он дает кислинку. Ага. Очень вкусно получается от лимона, привкус. Ага. Интересно. Ну и пока, получается, нарезаешь капусту. Нарезаю капусту. Ну и вот у нас такой наваристый борщ. Уже практически готов, можно сказать, да? Почти готов. Хорошо. Сколько народу тренируется, ну вот воспитанников? Да. Вообще М, в группе у меня примерно 10 человек. Мгм. 5 групп плюс индивидуальные тренировки. Ну, около 100 человек у меня тренируется. 100 человек. Около 100 человек. Не слабо, да? А какими особенно успехами ты гордишься своим воспитанником? Вообще мы время от времени выступаем на соревнованиях. Ну, само собой, да. Да, Это все равно ребята, доказательство, ну, результата труда, да? ребята занимают первые места,
призовые места. Мгм. Есть результат, в общем, у нас. Мгм. Слушай, ну, советская и российская школа бокса, ну, скажем так, одна из самых лучших. Я не знаю, ну, как именно в настоящее время, да, но все равно у нас есть свои чемпионы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, вот профессионалы, Мгм. но многие уходят, да? Как вообще перспективы воспитать следующего олимпионика, возможно? Вообще, конечно, это возможно. Ага. Вот у нас, например, даже из тех же якутских Ну, Гоша Балакин, спортсменов, первый Гоша Балакшин, Да. ам, занимал третье место на Да, Олимпийских да. играх. И Сикудо, по-моему, единственный призер, да, Олимпиады. Ага. Да, по боксу. По Еще боксу, по боксу. Филиппов Анатолий Никитич. Филиппов же тоже Да, да, он По-моему, участник Олимпиады. участник Олимпийских в участник, 92-м, по-моему, году. да. Ага. Э, Много спортсменов у нас, боксеров, борцов, Мгм. кто участвовал на Олимпиаде вообще. И как бы есть в наших ребятах потенциал, как бы можно из кого-нибудь сделать олимпийского чемпиона. Это вполне реально. Вполне реально. Вполне реально. Что нужно? Звезды должны совпасть. Нет, самое главное, самое главное это труд, упор, А, дисциплина, желание. Без желания, конечно, ничего не получится. Даже Ну, чемпионат республики выиграть. всегда я нужно думаю, знать, что спорт высоких достижений – это где-то в какой-то плоскости все равно жертва. То есть ты должен только жить этим, Да, конечно, и только больше, жить. и больше ничего. Должен жертвовать своим временем. Своим временем, да, своим, может быть, даже жизнью, где-то там на что-то отвести на второй план, чтобы у тебя Да, бокс. На первом месте должен быть. Должен быть, да. Если чего-то хочешь достичь. М. И И, дисциплина. да, ты должен четко понимать, Куда ты что, идешь. да, что тебе нужно от этого вида спорта. Ага. Ну, как у нас? Ну, уже почти готово. Уже почти. Ну, да, и на больше похоже. Красный. Красная. Главное цвет. Главный цвет, да. Больше же главный цвет. Еще маленько осталось. Еще маленько осталось. Ну, то есть в самом конце мы доложим капусту и Капусту, лимон. Что бы посоветовал ты начинающим спортсменам? Ну, те, которые раздумывают над выбором того или иного вида спорта. Ну или вообще, которые... Слышь, в зал ходишь. самое главное начать. Это там посмотрим, да? Это самое главное. У многих есть детей шансы стать чемпионами республики, Дальнего Востока, России. Мгм. Вообще стать популярным, известной личностью. У всех есть детей, можно сказать, у большинства детей есть потенциал. М. Просто его нужно раскрыть. Мгм. Ну, то есть некоторые не до конца верят в свои силы, возможно так. Возможно, так, Да. да. Потому что Кто-то- раскрыть, что вот чемпион мира, ну, он такой же человек, как и ты. Просто он же больше человек. тренировался. 2 руки, 2 ноги, голова. Да. Как бы, Потому что многие не верят, что «Да как он же чемпион, как я его могу победить, если он чемпион. Ну, вот Да, конечно, где-то но вот это психологически, это вот этого нет. психологический момент. Да. Тут уже тренер должен как бы это заметить, это Когда изменить. такой, соберись, тряпка, ты можешь, давай, иди, короче. Нет, тут в первую очередь, конечно, тренер должен поработать. Ну не только тренера, и родители Но. должны помогать. Да-да-да. В этом В первую деле. очередь родители, какое воспитание, Да. как у него вообще дома атмосфера. Вдруг, когда он каждый раз идет на тренировку, и родители говорят, опять ты со своим боксом. Конечно, ну, это никуда не годится. Да, да. Но Все лучше бы должны- учебой занялся. все вокруг должны поддерживать. Поддерживать, да. Да, И главное, этого тренер, ребенка. перед тем, как он вышел на ринг, человека уже правильно настропалировал. Да, и он уже, тренер уже будет знать Мгм. этого ребенка, как его настраивать, как его готовить, Мгм. что ему нужно во время боя, Ага. что он умеет, что он Да-да-да. может. Что он может. Да. Где его можно хоп-хоп-хоп, да? Да, А как ты сам как тренер, вот какие-то специально, бывает же сейчас очень много курсов, мотивационных курсов, где вот личностного роста, чтобы человеку как правильно вот. Вообще,
Вот как меня готовили к бою, да, в Так. РВР, я вот так же готовлю. Вот как А. меня тренер воспитывал, Ага. так же я воспитываю своих учеников. Метод кнута и пряника? Где-то вот так или как? Под каждого ребенка индивидуальный подход. Подход, да, очень важно. Все дети разные. Ага. Каждому нужно относиться по-разному. Ну вот я не зря упомянул вот именно фильм «Малышка на миллион». Как вот отношения тренера и спортсменки, ну вот как они разговаривают, как они находят общую эту, чтобы продолжать работать, когда вроде человек отчаялся, вроде как думает, что я вот тренер, Да, я это конечно. никак не сделаю. От Где-то тренера вот много зависит. Да, обычные разговоры, человеческое чтобы понимание, чтобы он чувствовал за спиной, что у него вырастает крылья, возможно, да? Очень много нужно беседовать Мгм. со своими учениками. М. Чем человек живет даже. Да, интересоваться, как он учится. М. Как жизнь вообще устроена. Да, конечно. Вдруг обыкновенно человек влюбился, а голова вообще до другого, где-то вот витает там, да? Да, и все, и может завязать уже. Да, 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 он вообще тренировками. уже там о другом Да. думает, и какой толк, он просто приходит, номер отрабатывает, Поэтому, а сам уже там где-то там. Конечно, нужно интересоваться Да, вообще да. жизнью. Чем занимаешься, с кем дружишь. Да. М. Или не в ту компанию попал, ну не дай бог. Да, вот это, конечно, печально будет. Или под произойдет. какое-то влияние. другого какое-то человека, влияние, там конечно. что-то там увидел, вдруг не дай бог. Поэтому Все нужно, что угодно может замкнуть да, человека. поэтому нужно общаться постоянно, Да. интересоваться. Вот для этого, и, по-моему, есть и тренер. Да, тренер не только вас тренирует, Да. обучает. Я потом дверь закрылась и Всё, до пока. среды. Все, пока до среды. Вот, тренер, собственно, и для этого и нужен, мне кажется. Тренер и отец. Да? Практически как говорится. Поэтому много же прославленные спортсмены всегда в первую очередь, чуть ли не даже больше, чем родители, благодарят тренера. Ну, часто Да, так тренер, бывает. конечно, это, Ага. это многое. Тренер. Очень много. Ладно, мы что-то как-то все о серьезном. Как мы поговорили о твоем распорядке дня, работа, работа, работа. Как Михаил Тарасов отдыхает? Отдыхаю. Или он не устает? Знаете, как я отдыхаю? Ага, нет, не знаю. Когда я сам тренируюсь. М, Вот тем самым я отдыхаю. И физически, и морально. И физически даже. Ну, Даже то есть какая-то физически. разрядка идет, да? Да, разрядка, конечно, я наоборот заряжаюсь энергией. Ну, обмен такой идет, да? Да. А как ты тренируешься? Сейчас что делаешь? Например, Мне кажется, железо, судя по комплекции, А. нет? одеваю перчатки, бью мешок, Ага. турник люблю, подтягиваться, брусья, Ну. То есть штангу поднимаю. для себя, то есть, получается, тоже какой-то свой цикл. Да, есть, конечно, тренировочный. расписываю. А, Каждая тренировка расписана у меня, как бы не делаю, что попало. По-любому, м. например, 50 турник, 50 подтягиваний, Ух ты. 50, ну, не за раз. 50 на одной, 50 на другой. Нет. Отжимания, 100 отжиманий, например, Ага. скакалка. С перерывами, надеюсь? Нет, я обычно делаю Сразу 100. по кругу. Подтянулся, А, пошел на приседание, пересел, пошел на пресс, сделал пресс. ну, типа кроссфита, да. Типа кроссфита, да. Так, ага. Чуть больше. больше надо. Ага. Также Пусть закипает. ага, Потом уменьшить. люблю поработать на мешке, побить мешок, какие-то комбинации подрабатывать, свои любимые, что-то новое для себя где-то. В общем, я всегда тренируюсь. Всегда. Всегда Ну, то есть в тренируюсь. форме надо же поддерживать. Да, конечно. Тем более, Грубо я, говоря, что за тренер, если он там такой? тем более, ну, я как бы отдыхаю так. А, и душа так к И этому душ- лежит. да, конечно. Ну, здорово. И не только у себя в клубе тренируюсь. Езжу по другим клубам, М. в тот же Даксум, например, побегать. Опыт коллег, да? Да, опыт коллег, да. Побегать могу просто на беговой дорожке. Километров 10-15, так, например. В баньке люблю попариться. М. После тренировки особенно. Ну, уж, конечно, расслабляет. Да, мышцы. Ага.
Так, последний штрих нашего приготовления. В самом конце, да? Лимон. В самом конце добавляем лимон. Как ты говорил, для остринки. Для кислинки. А, для кислинки, для остринки. Ну, ладно. Примерно 3 кусочка хватит для такого объема. А, ты не выжимаешь, просто кусочек Нет, кладешь? да, просто кидаю. А, все. Я думал, ты сок будешь так. Вот так, обычно. Вот так, да? Еще один. Еще один можно. Так, огонь можно потише сделать. Часто же говорят, хочешь борщ, приходи завтра. Он же Да, завтра, он должен, завтра конечно, еще будет лучше. Он, когда настоится, А, намного вкуснее. Наберет. Да, Да. все ароматы. Морковка, капуста, все это. Борщ вкусный вчерашний. Да, который настоялся. А если 2 дня настоится, еще вкуснее будет. А Чем если больше его год? стоит. Ну что, Михаил, давай попробуем, что у нас получилось. Борщ от мастера спорта, тренера по боксу Михаила Тарасова. Чувствуете, да, как Классика. лимон Да, дает кислинку? лимон добавил, ага. Ой, вкуснотища. Передача наша будет выходить вечером. Мгм. Сейчас время обеда, ну как раз для обеда Как вообще. раз. Самое то. Михаил, спасибо тебе еще раз большое. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Всех поздравляю с Новым годом, с прошедшими праздниками, с Рождеством. И всем советую заняться спортом, боксом, в основном боксом. Занимайтесь боксом все. Мои пожелания. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях мастер спорта по боксу, тренер, основатель и руководитель спортивного клуба «Север» Михаил Тарасов. Тарас. Михаил, еще раз спасибо большое. А я Петр Цыпандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. С наступившим Новым годом всех, с Рождеством. Будьте здоровы и кушайте, как мы. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.